В Средней Тамышской школе 145 лет. Среди ее выпускников такие известные абхазские писатели, как Борис Гургулия, Руслан Какба, Платон Бебия. Известные инженеры, писатели и врачи. Эту школу окончил и человек, отмечающий сегодня 60-летний юбилей. Президент Абхазии Аслан Бжания. Для Аслана Георгиевича Средняя Тамышская школа – место особенное, место, связанное с воспоминаниями из детства. Преподаватель математики Эмма Закарай с теплом вспоминает случай, который однажды произошел на уроке. Школьник усердно отпрашивался занятий домой, чтобы помочь родителям. Этим учеником был глава государства Аслан Бжания. Он домой отпросился учительницы и просился домой. Она не хотела отпускать, а потом говорит: клянусь, мама, я хочу. Мама знает, все знают. И зачем надо мне полить огород? Он и маме помогал, и папе помогал. И у нас в школе, когда и труд был, и какие-то мероприятия, он везде в этом принимал участие. Аслан Георгиевич родился в семье педагогов. Отец Георгий Ашхангиреевич Бжания был директором Тамышской школы. Мать Венера Григорьевна – преподавателем начальных классов. Его отец – директор школы, мама – учительница. Мог бы и похвастаться, мог бы себя не так вести, но он этому вообще не обращал внимания. В свободное время юношу можно было часто заметить читающим книги во дворе школы. На уроках проявлял любознательность. Одним из самых любимых предметов были абхазский язык и литература. Юный Аслан Бжания читал не только произведения, но и критику к ним. Моменты, когда были свободны, он мог сидеть на лавочке и читать книжку. И тут же отвлечься от этого, заняться чем-то другим. Такой образ теплый, ласковый. Учащиеся Средней Тамышской школы очень гордятся тем, что здесь учился президент. Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба часто посещают образовательные учреждения на праздники и мероприятия. Для меня гордость учиться здесь. И честь, что мне преподают такие учителя, которые преподавали Аслану Георгиевичу. Сегодня его день рождения. Я поздравляю его с днем рождения и желаю всего самого наилучшего. К поздравлениям учеников Тамышской школы присоединяются друзья и коллеги президента. Многочисленные поздравительные телеграммы в адрес абхазского лидера поступили от глав государств и правительств зарубежных стран, от сограждан, руководителей партий и общественных организаций, спортсменов, послов доброй воли, депутатов. Уважаемый Аслан Георгиевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого доброго, сил, терпения и простого человеческого счастья вам и вашим близким. Стране души, обсны, процветания. Ну и спасибо за такое большое доверие, чтобы стать послом доброй воли Абхазии. Готов и дальше оказывать содействие и поддерживать талантливую молодежь Абхазии. Уверен, что у нас все впереди. Навсегда ваш, с уважением и восхищением, Николай Басков. Хочу поздравить президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, поблагодарить его за поддержку и развитие профессионального бокса Республики Абхазия. С днем рождения, Аслан Георгиевич! Уважаемый Аслан Георгиевич, желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде во имя процветания Абхазии. Желаю, чтобы рядом были люди, искренне преданные вам до конца. Одним из самых главных векторов государственной политики Аслана Георгиевича является укрепление и улучшение международных связей. За последние 3 года состоялись визиты абхазской делегации во главе с президентом в Сирию, Республику Беларусь, Республики Северного Кавказа, Российской Федерации. Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Ну, наконец-то ты доехал до Минска. Привет. И вас всегда жду в гости, потому что мы очень рады нашим братьям. Впервые за 30 лет нашу республику с визитом посетил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Взял в обед Александр Григорьев Па. Добро пожаловать, Александр Григорьевич. Вы для нас долгожданный и очень желанный гость. Но он старается, мне кажется, имидж Абхазии как-то улучшить. И старается общаться. Вот недавно с Лукашенко общался, и ездили они в Белоруссию с Иналом Ардзенба. И я надеюсь, что вот это будет продолжаться, и постепенно все больше стран будет нас признавать. Ну, я вот ощущаю такие внешние. Ну, конечно, очень сложно, к сожалению, нашим вот гражданам и даже руководству Абхазии общаться с европейскими там, и всякими западными политиками, потому что вы же знаете, какое у них негативное отношение к Абхазии. Но все-таки вот надо стараться, и, по-моему, Аслан Георгиевич, по-моему, старается. Конечно, от всей души поздравляю и желаю ему всего наилучшего. Он еще молодой человек. Большое внимание Аслан Георгиевич уделяет общению с добровольцами. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей, сказать огромное спасибо. В годы Отечественной войны народа Абхазии Аслан Бжаня служил в органах безопасности в Гудауте. Аслан Георгиевич окончил высшие курсы КГБ СССР, а с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. Во время одного из интервью доброволец Муса Дауров вспоминает, что это была бригада военной разведки и службы безопасности. В состав этой группы входили Аслан Бжаня, Закан Матуа, Борис Лакритава и я. Многие документы сохранились. Я думаю, в архивах службы безопасности документы сохранятся. И мы выполнили эту задачу. В 2014 году Аслан Бжаня возглавлял СГБ Абхазии. В это время в соседнем Сочи проходила зимняя Олимпиада. На СГБ была возложена задача по обеспечению безопасности на приграничной территории и исключения всевозможных провокаций. Нынешний председатель службы госбезопасности Роберт Кьют рассказал, что предпринятые тогда меры выявили преступные формирования и выполнили поставленную задачу. Относительно того, что планировалось в период Олимпиады, это именно террористическая организация, которая, так называемый Гудаутский джамат, был такой у нас, под руководством ГИЦБА. У них было изъято большое количество оружия различного типа, в том числе высокоточного оружия, которое предназначалось, в принципе, для того, чтобы создать условия, так сказать, боевых действий на территории города Сочи и олимпийских объектов. То есть это все то, что помимо этого, скажу вам так, нами совместно с коллегами проводилась тогда комплексная работа по лицам, которые вывозили отсюда взрывчатые вещества, оружие и хранили их на территории города Сочи. И когда мы уже принимали решение, это все в комплексе, мы по всем ним отрабатывали. И это была большая, существенная работа. Но скажу вам так, благодаря Аслану Георгиевичу тогда нам удалось здесь вот получить большой опыт от наших коллег, которые прибывали сюда и, соответственно, как говорится, с каждым подразделением проводили практическую работу. И наш уровень знаний наших сотрудников, практических знаний, так скажем, наших сотрудников, он возрос. В настоящее время мы также продолжаем эту работу, потому что опыт, который имеется у наших коллег, он для нас очень важен. И наши коллеги также присутствуют сегодня у нас в службе по различным направлениям, оказываются нам посильную помощь. То есть тот пример, который нам показал Аслан Георгиевич, мы его продолжаем, и он очень эффективный и приносит соответствующие результаты. Вступление в должность главы государства Аслана Бжаня совпало с тяжелыми временами пандемии и резко ухудшающейся международной обстановкой. Только с 2020 года по июнь 2022 на борьбу с эпидемией было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей. Несмотря на связанные с пандемией сложности, в 2021 году впервые за послевоенные годы были перевыполнены планы по доходам государственного бюджета. Извините,
Это, конечно, не смогло не сказаться на, конечно, здоровье нации. Это тяжелое заболевание и последствия тяжелые. Тем не менее, наша система выдержала, не было коллапса, это совершенно очевидно. И поэтому это, конечно, заслуга и руководства, несомненно, и президента, и его соратников, его руководства Республики Абхазия. Я думаю, что, в общем-то, все основания полагать, что вот то время, которое прошло, 3 года, да, еще 2 года, что они будут также наполнены содержанием, успехами. Надеюсь, что это будет значимо для всего нашего народа, поскольку мы ждем успехов, мы ждем прогресса, он, несомненно, будет. Вот. И вот под умелым руководством Аслана Георгиевича, я думаю, это будет просто очевидно и неизбежно. Кстати, хочу сказать о том, что Аслан Георгиевич был на моем 60-летии тоже несколько лет назад. Я еще был тогда лидером оппозиции. Очень приятно, что теперь я уже со своего возраста поздравляю его с таким прекрасным юбилеем. Это вот для кавказского мужчины это вот возраст такого, такой вот зрелости. Да? Теперь уже можно, опираясь на опыт, опираясь на все знания, продолжать творческую и креативную работу. Я желаю ему огромных успехов. Все мы заинтересованы в этом. Счастья, здоровья ему, всем ему близким, семье, всем тем, кто ему дорог, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным от своей работы. Все мы заинтересованы. Счастья, здоровья и благополучия. На фоне сложной международной обстановки одним из самых важных вопросов является тема обороноспособности нашей страны. В республике по поручению президента ведется большая работа по мобилизационной подготовке вооруженных сил. Абхазия поддерживает Россию с самого начала СВО. На Донбасс отправляются гуманитарные грузы. Как дела, Саркис Андроникович? Хорошо. Вы из какого села? Село Аракич. Село Аракич. Я так понимаю, что здесь идет работа по сбору гуманитарной помощи, да? Да. Спасибо вам большое. Одна из главных задач – обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан и гостей нашей республики. За это время Министерство внутренних дел было оснащено современной техникой и оборудованием, что позволило серьезно продвинуться в противодействии некоторых видов преступлений, в том числе тяжких. Вопросы аэропорта и газификации также являются важными для главы государства. В этом направлении ведется активная работа. Еще один вектор направления государственной политики президента – создание рабочих мест. За это время реализованы крупные инвестиционные проекты. В стране открываются новые туристические объекты. Например, с успехом работает база отдыха Тамыш-Вилледж. Много усилий брошено на оживление восточной части Абхазии. Ура! Отлично! Оздоровительный комплекс Тамыш-Вилледж официально открыт. Асан Бжания – счастливый отец и дедушка. В плотном рабочем графике он находит время для занятий спортом и благотворительности. Свой 60-летний юбилей глава государства отмечает на работе. Я разучился отдыхать. Я это практически уже не умею делать, потому что отдых – это на какой-то период отвлечься от основного рода деятельности. Просто отдыхать морально, физически и так далее. На должности президента это не получается, это невозможно. Несмотря на загруженность и ответственную должность, Аслан Георгиевич иногда посещает знаменитую Сухумскую Брехаловку, чтобы пообщаться с горожанами и прогуляться по набережной, откуда доносятся песни одной из его любимых групп «Анатрио». Сызгаша за